Вашему вопросу можно немножечко не от печки, а чуть-чуть сдалека подойти к этому вопросу? Вообще история возникновения апартаментов, она идет из глубины веков. Это связано с Римской империей, и примером вот этого вот образа строительства апартаментов, вот у нас по Абазинской есть здание, которое соответствует именно этому стилю инсулы, когда строились вот эти вот здания. Для Римской империи не хватало мест для жительства, для жилья. Они строили даже 8-этажные здания. У них шла регламентация на законодательном уровне, как эти инсулы должны выглядеть, какие материалы использовать. И это в виде такого здания с двориком. У нас есть такое здание, вот если вам интересно, по этому примеру, это на улице Абазинской. Вот. И апартаменты, они не прижились во многих странах, потому что, например, в Западной Европе там частные дома в моде, и вот признаком плохого, так сказать, недостатка человека является то, что если он живет в такого рода домах. В Америке тоже это не нашло своего такого распространения. Апартаменты там тоже частные дома, как жилье, как место проживания, апартаменты не используются. Широкое распространение нашли апартаменты в дореволюционной России, как доходные дома, где люди, которые временно приезжали в города для торговли, для паломничества и так далее. Церква были местом для паломничества, им предоставлялись паломникам, как апартаменты, потому что человек приезжал на какое-то определенное длительное время для того, чтобы посетить святые места, и им предоставлялись не только места для проживания, но и места для приема пищи и так далее. То есть вот форма апартаментов, она идет из глубины веков. На сегодняшнем этапе Российская Федерация, она представляет наиболее такой развитый способ предоставления апартаментов для тех, кто хочет просто получить жилье, либо временно находится на территории даже региона, и не только, допустим, приехал из-за пределов Российской Федерации, но и, так сказать, приезжает из разных регионов. Почему получает распространение, вот есть такое понятие кастомизация, когда потребителю предлагается услуга и говорится, что для него она создана особенная такая услуга, и он может предложить или воспользоваться, свои параметры какие-то предложить, и ему, так сказать, будет предложена такая особая, вернее, для него именно. Вот кастомизация. Вот апартаменты, они выполняют эту функцию тоже. Причем в Российской Федерации понятие апартаментов в современном виде, оно почему так сказать, девелоперы где-то в 2008 году, в 2009 году не столкнулись с тем, что особенно вот сейчас, значит, что строились офисы в центре Москвы, в Подмосковье, в других городах, таких значимых городах, вот, и они, вот эти офисы, они оказались невостребованными, а вложения огромные, и надо было как-то переориентировать эти офисы в центре Москвы. И стали предлагать, переделывали офисные помещения, переделывали в апартаменты, то есть набор определенных помещений, который бы удовлетворил людей, которые на время приезжают на данную территорию. Причем эти апартаменты, они не были связаны с градостроительным кодексом. Там не было высоких требований, ведь строились как дома, территории спутники. Если строится жилой дом, там должна была быть школа, там должна была быть больница и так далее. А тут, значит, тем, кто согласен был на отсутствие вот этих вот, скажем так, сопутствующих услуг и сопутствующих средств недвижимости, им предлагался вот бывшие офисные помещения, и люди соглашаются на то, что они переделаны и, в принципе, дешевле по сравнению с жильем.
предоставляемым в вот этих территориях спутника. По данным специалистов, стоимость квадратного метра в апартаментах, она дешевле, чем стоимость квадратного метра в жилых многоэтажных зданиях, которые окружены вот этими спутниками, школами, больницами и так далее. Теперь по поводу курортно-рекреационной сферы. Дело в том, что одним из решений, так сказать, поскольку эти апартаменты, они проходили вне градостроительного кодекса, естественно, их можно было использовать и как жилье, но и как, так сказать, средство размещения туристов. Кроме того, почему вот эти комплексы, эти апартаменты, которые из бизнес-зданий переходили уже как в апартаменты, они-то изначально строились как нежилые помещения, нежилые комплексы. Нежилые комплексы переводить в жилые помещения и в российской действительности, и в нашей действительности очень сложно. И поэтому, безусловно, как средство размещения туристов, уже изначально они не были жилыми помещениями, они, безусловно, вот получили широкое распространение. Но это для России, в которой эта недвижимость изначально выстраивалась как нежилая. Теперь то, что касается Абхазии. Да, еще обращаясь вот к древнему опыту, крымскому опыту, да, значит, там были очень серьезные требования. То есть вот такого рода недвижимость, она строилась в определенных местах. Уже тогда было законодательство, которое запрещало строить такого рода недвижимость в местах, допустим, особо ценных территорий, особо ценных земель. Вот. Если приводить пример апартаментов, допустим, Дубая или Арабских Эмиратов, вот там тоже очень... Еще вопрос какой? Законодательство исторически разрешает продавать землю, на которой выстраивается эта недвижимость, или нет? Вот приведу вам пример такой. Например, 5 стран, где не разрешалась и до сих пор не разрешается продажа недвижимости иностранцам. Это Вьетнам, это, значит, Сингапур, это, значит, Куба. Земли не. И исходя из этого, значит, если земля не продается, что делают с недвижимостью? Ее либо сдают в долгосрочную аренду, либо среднесрочную аренду. Вот, например, в Дубае там до 2001 года вообще иностранцам недвижимость не продавалась. Она сдавалась в долгосрочную аренду, а с точки зрения расположения она делилась на две, и делится до сих пор на 2 группы. Значит, я хочу привести пример. Вот, значит, есть leasehold, где среднесрочная аренда, которая в свое время, значит, с ограничениями определенными территориальными. То есть есть земли, где вообще нельзя до сих пор продавать земли, и тем более недвижимость покупать иностранец не может, он может только брать ее в аренду. И у них тоже вот делится на узуфрукт и мусутаха, где вот иностранцам можно эксплуатировать объект, но, допустим, нельзя перепланировать или какие-то вносить изменения в этот. И, значит, есть другая форма, где, значит, называется она freehold. Это вот имеет право использовать, дарить, продавать, сдавать в аренду и так далее. То есть мы сегодня, говоря о высокоразвитых странах с точки зрения экономического развития и комфорта проживания, Абхазия, конечно, далека от Дубая. И в Дубае только в 2019 году разрешили вот вторую форму, так сказать, это продажа недвижимости для различных целей, в том числе и для туристско-рекреационных целей. Вот.
А у нас в Абхазии пошли поэтому, вернее, предлагает вот этот проект, он, кстати, Общественная палата внесла свою лепту в, так сказать, изменения в этот проект. Наверное, Астамур об этом расскажет. А вот почему все-таки связывают с курортно-рекреационной сферой эту, так сказать, именно апартаменты? Ну, во-первых, ни одному абхазцу не по карману построить, допустим, объект курортно-рекреационный со всеми возможными видами услуг, которые предполагает курортно-рекреационный объект, и с этим, с одной стороны, связано. Вы С другой считаете, извините, уже сегодня это уже не так. Я говорю о региональном разрезе. Я говорю, тогда- допустим, Гагра, Тогда не говорите ни Пицунда, одному Фон, абхазцу. да. Да, так не надо говорить. Уже это не так. Хорошо. уже, да. Но во всяком случае на территории города Сухум почему-то говорят о понятии апартамент, хотя апартамент у нас связан с апарт-отелями. По закону о туристской деятельности и положению о сертификации средств размещения, вот я приведу пример этого документа, в котором говорится, впервые введено понятие апартамент. В законе о туристской деятельности этого понятия нет. Да. А вот здесь говорится, что в развитии закона о туристской деятельности был принят вот это новое положение 2019 года, где введено понятие апартамент. Это положение было сделано для того, чтобы... Нет, для чего оно было сделано, я сейчас не говорю. Я вам скажу, почему было сделано, Фрид Аркадьевич, чтобы вы тоже для себя знали. Это в 2019 году со стороны Министерства по налогам и сборам начали поступать предложения в связи с тем, что многие выделяли... Но можно я доскажу, вы потом меня перебьете, хорошо? Они Мне выделяли землю как на строительство Астамур. санаторно-курортного объекта. А на санаторно-курортный объект на одного постояльца 60 квадратных метров должно приходить. Это с площадями, застройками. И еще основным условием является наличие 50 соток парковой благоустроенной зоны. А хотели уйти от ответственности не платить земельный налог, так как по нашему земельному кодексу ставка гостиницы для 1 гектара земли 400 тысяч рублей в год, а санаторно-курортный коэффициент там 80 тысяч рублей. В связи с этим были такие нормы разработаны, что когда якобы должны госстандарт присвоить тот или иному объекту как санаторно-курортный или гостиничный, и вот эти понятия появились там. Это как номер, что рассматривать. Ну, Астамур Яковлевич, может 3 часа съездить, Вы же не спешите, вы сказали, что вы не спешите. Потом вы, пожалуйста. У нас тоже какие-то дела, тоже поймите. Так, Вы сказали, теперь... что вы не спешите. Так, хорошо, я продолжу. Значит, вот это понятие апартамент впервые вот здесь сосредоточено. Нет, я не с законопроектом. Подождите, вы мне мешаете логическую цепочку выстроить. Значит, вот понятие апартамент в этом документе впервые появилось. Гостиница. Нет, нет. В этом апартамент – это номер. В этом документе это понятие введено как номер, который отличается, допустим, от студии, от просто номера. И написано, да, в чем его отличие от просто номера, что здесь обязательно должно быть спальное, помещение для сна, помещение для питания и для приема. То есть и этот апартамент, он был рассчитан на более длительное нахождение туриста, гостя в этом помещении. Потому что если просто номер, он как бы как квартирного типа. Теперь что происходит у нас со строительным... Подождите минуточку. Подождите. Потому что он там может принимать там Если в пищу. гостинице человек хочет жить месяц, ему запретят. Знаете, Нет, он должен уважаемые спускаться в спикеры, столовую. Я, знаете, о чем Подождите. прошу вас вернуться к экономике. Мы сейчас Теперь. говорим о том, что из себя представляет там номерной фонд или что такое апартаменты. Вот, видите, эта конструкция встроена в туристско-рекреационный Да, комплекс. это- Или так, к этому теперь не дальше. имеет никакого Теперь отношения? дальше. Вот в чем суть вопроса. Дальше, Да. теперь, дальше. Значит, в силу того, что появляется желание туриста приобрести здесь недвижимость для того, чтобы, когда он хотел, он сюда приезжал
и, так сказать, не был зависим от гостиниц и других средств размещения. Появилась идея о том, чтобы регулировать то, что вот сейчас строится в городе Сухум, называется апартаментами, но на самом деле таковым не является. Но люди называют это апартаментами. Ведь когда есть предложение, есть спрос, надо защитить не только того, кто предлагает, но и того, кто хочет этим воспользоваться. И что получается? Называют эти возводимые бизнес-сообществом здания, так сказать, высотные, они называются апартаментами, рекламируются как апартаменты, на самом деле таковыми не являются. Правильно? И с этой точки зрения закон о апарт-отелях и апартаментах, он должен регулировать строительство апарт-отелей и апартаментов и доводить до сведения потребителей, что это на самом деле такое. На самом деле, в чем разница апарт-отелей или апартаментов с точки зрения совокупности апартаментов от жилья и от отелей? Разница в том, что вот в этих так называемых апартаментах, в отличие от жилых домов, человек не может прописаться и не может постоянно зарегистрироваться. И вот это должно быть доведено до тех, кто хочет приобрести здесь апартамент, для того, чтобы они из России не уезжают, они хотят здесь иметь средства размещения для того, чтобы сюда приехать на отдых и не зависеть от средств размещения. Вот. По этой цели, наверное, в России тоже была идея узаконить апартаменты, вот совокупность этих апартаментов в 23 году, но, по-моему, их еще не узаконили, для того, чтобы их подвести под какую-то нормативную базу. То есть они под градостроительный кодекс не подходят, в силу того, что это недвижимость нежилая, на самом деле по закону Республики Абхазия нежилую недвижимость может приобрести иностранец тоже. Но его там не зарегистрируют.